Ужас, что творится. Давай. Отойди, давай. Эти кадры сделаны месяц назад. Подожженная детская коляска стала причиной возгорания в подъезде дома на красной позиции. Жильцы в буквальном смысле слова оказались в огненной ловушке. Всех спасли. А жителей дома на улице Хади Такташ пожарным спасти не удалось. Они скончались от отравления угарным газом. Число пожаров в этом году снизилось на 17%, но количество погибших почему-то не изменилось. В прошлом году погибли 124 человека, а в этом году 123. Больше половины из них из-за неосторожного обращения с огнем. 20% неправильно эксплуатировали электрооборудование, 10% неправильно пользовались печью, а 5% газовым оборудованием. Пожарная безопасность в зоне особого внимания. Акцент на ней сделал в своем послании Госсовету Рустам Минниханов. Так, в селах от сухой травы очищено почти 25 тысяч гектаров. Также установили 1367 пожарных гидрантов, 32 водонапорные башни и 113 пожарных кранов. Мы долгое время искали формы и методы профилактической работы среди населения, изучили иностранный опыт и опыт наших соседей. Пришли к выводу, что самый приемлемый способ обезопасить человеческую жизнь – это установка автономных пожарных извещателей. Имитируем, что у нас произошел пожар. Эти устройства уже спасли жизни 75 человек, в том числе 35 детей. Стоимость такого извещателя порядка 300 рублей. Установить его можно с помощью 2 саморезов или двухстороннего скотча. Полезно, нужен. А почему, чем? Извещает, допустим, спящих людей о том, что началось возгорание. Если вытяжка есть, да и нормально. Обычно как? Обычный профилактика. Что у нас? Окно открыл, когда готовил, чтобы угарный газ вышел, да и все. Мошенники какие-то продали нам. Пришли, показали корочку. Сказали, акция летом была. Где вы летом были? Ах. Как вам не повезло, ладно, вам скидку сделаю. Установили за 5000. Речь идет о родителях, о детях, прежде всего. Ну, близкие, остальных, конечно, тяжелее будет. Но, опять же, я вчера разговаривал, многие уже даже и тещам установили. С 20 декабря в республике ведут особый противопожарный режим. Нарушители, использующие пиротехнику вне специальных площадок, будут оштрафованы. Ленар Гинатуллин, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Смотрите все новости дня, программы и фильмы в наилучшем качестве на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.